Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Фольклор невозможен без быта народа, которому он принадлежит. Поэтому программа «Каравай» сегодня в гостях в доме-музее купца Мулина. Перебей ярыма? Ярый, исәнмесез? Рәхмәт. Добро Исәнмесез. пожаловать! Сәмсіз. Дом купца Муллина. Бургануддин Муллин – это купец второй гильдии. Тогда в Российской империи и в Европе существовало 3 гильдии купцов. Первая гильдия – самые богатые, они торговали оптом и в розницу с другими странами. Вторая гильдия – внутри страны оптом и в розницу. Третья гильдия – мелкие купцы. Бургануддин Муллин, как я сказала, это купец второй гильдии. Он торговал сахаром и чаем, за что его прозвали сахарным королем. Дом этот называли сладким домом. Магазин его был под нами, на цокольном этаже дома. На этом этаже он жил с семьей, а мансарда для гостей и для прислуги. У Муллина не было своих детей, Бог ему не дал, поэтому он усыновил мальчика из деревни. Это был его единственный наследник Джалялиддин. Вот как раз портрет его приемного сына Джалялиддина и его супруги. Музей расположен на одной из самых аристократических улиц Старо-Татарской Слободы – улица Каюма-Насыри, в непосредственной близости от озера Кабан. Дом и флигель Муллина построены в конце XIX века. Это типичный памятник татарского народного зодчества. Музей в этом доме основан в июне 2018 года. Ну, например, возьмем вот такой инструмент. Это старый этнический татарский курай, так называемый, с 2 музыкальными отверстиями. Да. Вот. Вот когда слушаешь, довольно звучит как-то своеобразно, так скажем, да, потому что здесь пентатоника. Больше звуков нет, получается, да? Все на 5 звуках. То есть, основываясь на 2 вот этих основных клапанов, можно сыграть диапазон всей мелодии, татарской мелодии, которая основана на пентатонике. Да. А почему мы играем именно на этом инструменте? Потому что, вот, например, композиция баит, так называемый, сок-сок, она именно очень древняя, старинная песня, и она очень хорошо идет с этим инструментом. Инструмент тоже старинный, то есть они как бы перекликаются. То есть мы благодаря этому инструменту окунаемся именно в ту эпоху. Вот здесь мы, обратите внимание, оставили композицию, суть да, оставили, в каком ключе она могла бы исполняться в те времена. То есть там можно было добавить и баян, и далее какие-то музыкальные инструменты, но мы сохранили аутентичность именно этой композиции. Medreselerde kitap kiştesi, sok bilen sokның beytin iştesi.
Әнкәй қарғады тимер уқ үшін. Әнкәй қарғады бигрәк юқ үшін. Әткәй қалдырғаш, икәү қалдық біз. Әнкәй қарғағаш, соқ-соқ болдық біз. Таңнар атқанда, қан түшә күзгә, қиямәт күнсіз, қаушу юқ бізге. Қиямәт күнсіз, қаушу юқ бізге. В историческом здании воссоздана атмосфера быт татарского народа конца XIX – начала XX веков. Муллин жил на рубеже веков, на рубеже 19-20 веков. В 1917 году, в год Октябрьской революции, Муллин сначала отдает все свое имущество советской власти, а потом умирает. Поэтому его приемному сыну мало что досталось, но все же Джалялиддин управлял магазином, где он торговал рыбой и чаем. Вот этот стул, кстати, у нас достался от Бурганутдина Муллина, это его стул, а вот эти два стула – это стулья купцов Апанаевых. Ближайшая мечеть Мержани, еще неподалеку есть следующая мечеть Апанаевская. Апанаевскую мечеть построил Юкуп Султан Галеев. Если говорить современным языком, это первый мэр Казани, глава городской ратуши. Построил Юкуп Султан Галеев, а содержали уже Апанаевы, поэтому она называется Апанаевская. Обычно мечети называли именами либо тех, кто строил, либо тех, кто содержал. Мы застали, наши ученые застали этот инструмент в деревнях, нашли такие инструменты, которые играли лет 150-200 назад. Сохранились такие инструменты. Действительно, инструмент сделан из рога бычка. Это часть из дерева, из тех материалов, которые есть поблизости, которые играет музыкант. По-татарски этот инструмент называется сорнай. Да, сор, рог, най, камыш. В этом случае рог и дерево. Это более практичный музыкальный инструмент. Дольше играет. И нужно сказать, что тоже как татарский коллектив мы этот инструмент используем как свой национальный музыкальный инструмент. И некоторые скажут, ну это не было у нас. Было у нас. Просто временами некоторые инструменты терялись в обиходе. То есть из-за сложности его, допустим, изготовления, допустим, да, или вытесняют другие современные инструменты. Более легкие в исполнении инструменты, допустим, тоже можно так. Ну, вот этот инструмент, наверное, все-таки больше как ассоциируется как русская народная жалейка, да. Но можно обобщенно сказать, это музыкальный инструмент народов Поволжья. То есть вот и марицы, и будет. чуваши, Да, то есть да. все играют такой инструмент, и татары сорнай. Вот тут у нас секе. Вообще секе было от одной стены до другой стены. Ночью стелили перина на секе и спали, а днем перина убирали и использовали как стол. Готовили еду, ели, пили чай, занимались разными ремеслами, вязали, вышивали. В общем, вся жизнь проходила на секе, и даже когда появились стулья, стулья носили чисто декоративный характер для красоты. Все равно продолжали пользоваться секе.
Восстановили этот инструмент, то есть мастера, которые у нас делают музыкальный инструмент. Допустим, в данном случае нам деревчик, который занимается деревом и деревянными изделиями, помогал восстановить вот этот такой инструмент. Да. Ну, надо сказать, Эльмир, что вот этот инструмент мы впервые увидели, помнишь, да, в ансамбле с одноименным названием инструмента и коллектива, руководителем которого является Ренат Гилязов. Он очень большой практик, фольклорист, практик, да, у которого имеется очень большая коллекция именно фольклора народного. Да. И нужно сказать, вот фольклористы, они помогают тем, что материал мы находим благодаря, мы используем материалы наших фольклористов, которые возродили инструменты, и благодаря этим эскизам мы восстанавливаем инструменты. Разноплановые жанры. Да. Именно материалы, как это все должно было использоваться. Допустим, очень интересно, что марийцы играют по-своему, мы, татары, играем по-своему, и в итоге слушаешь, это же вроде наш татарский сырнай. Мы можем обобщенно сказать, если возьмет сыграть чуваш, будет чувашский народный инструмент. Вот, в чем разница, если возьмет татарин, будет сырнай. Я думаю, действительно, намного важнее, в какой среде вырос музыкант. Действительно, этот инструмент, если возьмет русский, получится русское. И нельзя делить инструменты, и чем корни идут дальше, мы ближе друг к другу. Да. Музей позволяет заглянуть в типичный дом татарского купца. Здесь можно не только смотреть, а можно погрузиться в татарскую историю. Практически все можно потрогать, примерить. Цветы сильно стилизованы, профессиональные художники стремились стилизовывать, то есть изменять до неузнаваемости, а народные художники рисовали правдиво, чтобы было похоже на реальный цветок. Эти мотивы остались еще со времен Волжской Булгарии. При раскопках обнаружено, что в городе Булгар минареты мечети, надгробные камни, бронзовые зеркала, топорики, ювелирные изделия как раз украшались мотивами тюльпана и гвоздики. Это у нас фотография сапожка начала 20 века. Такие сапоги называются ичиги. Раньше они делались с отворотами, потом стали делать вот так с ровным краем. Вот это сердечко, у всех народов сердечко, а у татар это орнамент, цветочек. Вот эти сапоги уже производства Советского Союза, их выпускал Арск-Орща, районный центр. В чем особенность таких сапог? В том, что вот эти детали, орнамент, накладываются не сверху, как аппликация, как на ковбойских мексиканских сапогах, там сверху пришивается, а тут обувь собирается по типу мозаики, по типу пазла, и называется мозаичная обувь, мозаичный узор. То есть, если эту детальку убрать, то тут будет дырочка. Такие сапоги в XIX веке для праздников и торжеств шились из софьяна. Софьян – это мягкая козья или овечья кожа, а для повседневной носки – из юфти. Юфть – кожа крупнорогатого скота, обычно годовалые, полуторагодовалые бычки. Во всем мире известен под разными названиями. Давайте буквально 2 секунды, чтобы наши зрители сказали, что за этот инструмент. Да, как инструмент. Ну так, 2 секунды. Раз, два. Да, вы правы. Это колбас, друзья. Ну что ж, можно долго, наверное, говорить об этом инструменте, но хочу сказать, что наконец-то татары делают хороший профессиональный колбас. На русском языке есть название хомус, варган. И когда мы берем музыкальный инструмент вот это, и все говорят, это же не было у нас. Играют в северных регионах нашей необъятной страны. Да, как раз таки северный регион хомус называют, да. Там Чукотка, Бурятия, да, Якутия. И вообще, нужно сказать, это музыкальный инструмент мирового масштаба. Если, помните, был такой мультфильм, где медведь сидел на пеньке. Прототип вот этого кубуза, да, деревянный прототип. Деревянный кубус в то время. Но сейчас изготавливается металлический. Это татарский кубус. Вот почему татарский, да? Почему-то. А потому что, вот, покажите, пожалуйста, поближе, да? Вот именно, вот видите, это символ, татарский символ. Что это такое? Цветой. Ля-ля, ща-щек. Называем, да? Символ рассвета? Да, символ рассвета. Пару звуков сразу. Давайте.
Традиционная татарская кровать закрывается занавесками. Занавески по-татарски шоршау. В домах было не так много комнат, и чтобы каждый мог уединиться, чтобы у каждого был свой угол, существовали эти занавески. Вечером закрывались, а утром открывались. Татарки много времени проводили дома и очень любили вышивать. Они очень хорошо вышивали. Татарскую вышивку называли живопись иглой. Ибн Фадлан, Ибн Русте, Аль-Гарнати, арабские и багдадские путешественники писали, что булгары народ земледельческий и выращивают всякого рода зерновой хлеб, как то ячмень, проса и пшеницу. Это цитата Русте, а Аль-Гарнати писал, что на первом месте мед, потом мясо и потом зерновые. И вот с древних времен у татар все мучное, пшеничное, очень много мучных пшеничных блюд. Русские выращивали рожь и покупали пшеничные хлеба у булгар. Есть первый задокументированный голод суздальский в 1024 году, и суздальцы спаслись тем, что булгарские купцы привезли им пшеничные хлеба. Давай скажем пару фраз про то, зачем у нас у наших музыкальных инструментов звуки такие тихие. Тихие, да. Почему тихие? Потому что вот этот инструмент, например, он больше женский музыкальный инструмент. Потому что, представьте, аулах и в посиделках девушки собирались и музицировали, придумывали свои мелодии. В кругу общались, делились своими секретами. Там громкий звук не нужен. Вот как раз-таки тель-курай, так называемый инструмент, еще другое название, нагайский курай, нугай-курай, татары-нагайцы играли. И нужно сказать, что в нашем репертуаре есть, и так и называется, по экспедиции мы нашли, курай уни кызлар. Курай уни кызлар, да. Надо сказать, что курай уни кызлар — это слова, но мелодия утеряна. Вот. И кубас тоже тихий музыкальный инструмент. Это один из немногих инструментов, которые дошли до сегодняшних дней. Вот. А остальные музыкальные инструменты, они канули в лето. Но нужно добавить, что при ханских дворцах там были музыканты, которые играли такими громкими шумовыми инструментами, там барабан, начиная до смычковых. Да, ты прав. И да. это все утеряно. И был такой период, когда нам не удалось сохранить именно эти музыкальные инструменты, навыки этих инструментов, именно самый главный характер и стиль образца, как нужно играть на этих инструментах. Вот мы с ансамблем начали потихоньку возрождать музыкальные инструменты, которые... Старинным инструментом. Старинные, давай так скажем. Приехала в Казань посмотреть культуру свою. Испокон веков наши прадеды здесь жили. По Столыпинской реформе уехали в Сибирь. И 11% только вернулись обратно. А наши бабушки, дедушки со слезами так и прожили, так скучая по своей родине. Дедушка у нас был очень мастеровой. От начала и до конца, пока из трубы не пойдет дым, дедушка вот это вот все выстраивал сам. Хоть и забыли свой язык, забываем. Ну, восстанавливаемся. Я создала ансамбль татарский в городе Братске. Как он называется? Тугантель.
И вот у нас альбомы есть. Я сюда приехала, чтобы как-то показать, что мы тут не одни, и чтобы навести контакт, и как-то, чтобы они нам помогли. И наша бабушка говорила, без булгарлар, unutmagыз балалар. И как вы видите, мы сейчас находимся в татарском доме, и раньше в деревнях собирались аулаги, и они используют такие тихие инструменты. Даже были времена, когда не было инструментов, даже там издавали металлические какие-то звуки из труб от самовара, допустим. И даже были времена, когда не было ничего, они имитировали даже собственно вот этот кубус. Да, имитация, да. Много композиций сохранились. Имитация игры на музыкальных инструментах. Имитация кубуза, имитация ложек. На кубузе как имитирует, допустим, этот звук? Да. Бзи-бзи-бзи-бет, бзи-бзи-бзи-бет, бзи-бзи-бзи-бет. Да? А как Толя. имитирует гармошку? А как имитирует ложку, например? Ой, тардар-там-там, ой, тардар-там-там, между куплетами вставляет. И здесь нужно сказать, там это игра слов, и такие игры слов у нас еще используются в материалах песенного жанра, допустим, дубр-дубр-дубая, там, и Да. так далее. Своеобразная игра слов получается. Дружко, каравай крае,